QR-коды, в отличие от нового локдауна, не нарушат образовательный процесс. Таким мнением с нашим телеканалом поделились работники сферы образования нашей республики. Напомним, недавно стало известно, что правительство России внесло в Госдуму 2 законопроекта, которые установят порядок введения QR-кодов для жителей страны. На манер европейских стран, таких как Австрия, Франция, Германия и других, у нас планируется ввести подобную систему санитарных пропусков для общественных мест, от кафе и театров до пассажирских перевозок. Педагоги республики надеются, что введение мер позволит в том числе наконец-то вернуть родителей в детские сады и школы, не нарушая учебного процесса. Для нас закрытие на локдауны или нерабочая ситуация – это всегда очень проблемный вопрос, потому что страдают в первую очередь дети, они не получают того уровня знаний, и не приходя в школу, мы, соответственно, теряем тот образовательный процесс, который налажен был за столько лет. Поэтому, конечно, выходя из ситуации, наши школьники уже тоже соскучились по тем моментам, когда мы вместе начинаем организованное начало учебного года 1 сентября, когда мы гордимся нашими детьми при получении медалей, аттестатов, завершения учебного года. Мы привыкли быть вместе, поэтому с нашими родителями и все педагоги. Поэтому вот эта временная мера, мы ее воспринимаем именно так, как необходимая мера для скорейшего возвращения к привычной нам жизни. Эксперты отмечают, что введение QR-кодов – мера экстренная, но ожидаемая. Введение кодов мотивирует граждан прививаться более активно. Кстати, за подделку такого пропуска гражданину будет грозить уголовное дело сразу по 2 статьям – оборот поддельных документов и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. У нас население, некоторая его часть, привыкла к определенной зоне комфорта и наивно полагает, что, не затронув эту зону комфорта, государство может сделать что-то так вот, как в чудесной сказочке, раз и все выздоровеют. На сегодняшний день я считаю, что государство делает достаточно для того, чтобы борьба с ковидом велась, и, видимо, настало время, когда надо действительно немножко нам потерпеть. В целом, QR-коды, как отмечают наши собеседники, хоть и вызывают серьезные неудобства для не имеющих медотвода и при этом невакцинированных граждан, но всем остальным они позволяют вернуться к полноценной жизни и при этом избежать вспышек коронавируса. Получить свой код легко. Сейчас в МФЦ могут получить бумажный сертификат о вакцинации даже те граждане, кто не зарегистрирован на госуслугах.